Уникальную климатическую практику «Алроса» обсудили на сессии Северного форума. Крупнейшая алмазодобывающая компания России не первый год внедряет инновационные экологические практики. Особое внимание «Алроса» уделяет проблеме углеродного следа. Ее специалисты совместно с учеными доказали, что алмазоносная руда из месторождений компании обладает уникальной способностью поглощать углекислый газ из атмосферы в процессе добычи и переработки. За 2024 год нам удалось как раз подтвердить углеродную нейтральность производства алмазо-бриллиантового комплекса. А в 2025 году мы провели расчет углеродного следа продукции наших алмазов и подтвердили, что они у нас тоже являются углеродонейтральными. И даже не просто нейтральными, а отрицательными. То есть у нас некий есть люфт такой о том, что мы компенсируем объем поглощения, как следствие даем на рынок уже практически, то есть полностью нейтральные алмазы. «Алроса» добилась углеродной нейтральности алмазной продукции в рамках программы по устойчивому развитию. Ключевая цель «Алроса» – сохранить фокус на развитии регионов присутствия. При этом компания принимает на себя обязательства в области снижения воздействия на климат и окружающую среду. Энергоэффективность процессов и увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе, а также реализация проекта по поглощению и хранению СО2 кимберлитовой породой помогают достичь углеродной нейтральности и сокращения выбросов. Климатическая повестка «Алроса» стоит сейчас практически на первом месте, я бы сказала, если мы говорим об устойчивом развитии компании, социальной ответственности бизнеса. Потому что климатические проекты «Алроса» выводят ее на качественно новый уровень бизнеса. И, безусловно, стратегия устойчивого развития бизнеса непосредственно пересекается со стратегией бизнеса компании в целом. Якутия взяла курс на углеродную нейтральность. Промышленные и энергетические компании в ходе Северного форума обсудили актуальные вопросы низкоуглеродного развития Якутии, переход на более экологичные виды топлива, сохранение, восстановление и адаптация лесов к изменениям климата, борьба с лесными пожарами и другое. Все мы знаем, что это та отрасль, которая формирует нашу экономику регионов, и это то направление, которое мы видим и позволяет и как получать доходную часть увеличивать нашего бюджета, да, так и развивать в целом многие направления сопутствующие, поэтому очень важно здесь уделить внимание всестороннему развитию. Подтверждение углеродной нейтральности алмазов «Алроса» – один из ярких примеров того, как крупные предприятия могут стать частью решения глобальных экологических проблем. Шестой Северный форум продолжит свою работу в течение 3 дней. Эксперты, ученые и представители бизнеса обсудят ключевые вопросы устойчивого развития и климатического регулирования Севера и Арктики. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск.